Привет! А ты тоже совершаешь эти ошибки при построении своих тренировок? Сегодня мы поговорим о том, почему очень часто танцор тренируется системно, ходит на все группы, очень много сампит, уделяет огромное количество часов танцам, но не видит своего прогресса. То есть он смотрит на свои видео несколько месяцев назад, смотрит на свои видео сейчас и не понимает. Ну вот разницы в картинке вроде бы никакой нет. Я везде кривой, я везде медленный, я везде там что-то не прорабатываю. Вот я там 100-500 раз бился над этим элементом, и он все равно у меня получается недостаточно технично. Но почему так? Я же столько времени на это трачу, я же так стараюсь, я же столько знаний приобретаю, да, на всяких самоподготовках, индивах, группах, классах, фестивалях. Я вот все эти знания собираю, я все это знаю, но вот почему-то я все равно не нравлюсь себе на видео, и танцы свои мне абсолютно не нравятся. Что же с этим делать? Итак, друзья, я сейчас, наверное, развенчаю несколько мифов и расскажу, почему так часто происходит, почему мы не видим своего прогресса. Здесь, на самом деле, как правило, два варианта. Либо мы слишком самокритичны, и прогресс есть, просто мы его действительно не замечаем. Либо вариант второй– это мы не совсем корректно выстраиваем систему отработки, систему своих тренировок. Здесь речь о следующих моментах. Действительно, танцоры очень часто получают большое количество знаний, ходят на группы, учат новые элементы, учат технические моменты какие-то. На индивы приходят, на индивах, как правило, это все-таки техника в большинстве своем, да, то есть очень внимательно, дотошно с тренером правят технику, копаются, разбираются в своих ошибках. Потом приходят на какие-нибудь мастер-классы на ивентах, например, получают огромное количество знаний с этих классов. Все здорово, все знаем, да, много знаний, но почему-то не получается эти знания применить, и почему-то все равно танец выглядит не так, как хотелось бы его видеть. Так вот, друзья мои, здесь очень важно осознавать, что знание и навык– это абсолютно разные вещи. Это даже, ну, это разные виды памяти даже, да. Есть декларативная память, это память, которая как раз отвечает за накопление знаний. И есть процедурная память, это память, которая отвечает за умения, за навыки. И они даже хранятся в разных структурах мозга, поэтому нельзя сказать, что если я знаю, как технически верно исполнять этот элемент, что я действительно буду технически верно его исполнять. Да, опять же, полно примеров там тренеров, которые очень крутые тренеры, безумно высокого уровня, растят там пары, танцоров. Но если попросить их самих станцевать, они там в полный темп могут не смочь воспроизвести то, чему они учат. Да, вот я, например, тоже пример такого тренера. Я тренирую большое количество танцоров А-класса, большое количество чемпов. Но если меня просить в темп пройти их схему, да я в жизни этого не сделаю, разумеется. Да, потому что я знаю, как должно быть, но для того, чтобы я могла это сделать, мне нужно это много раз потренировать. То есть превратить свои знания в умения. Поэтому для того, чтобы превратить знания в умения, важно соблюсти следующие правила. Первое правило. По некоторым данным, ну, то есть в разных источниках сейчас разные данные указываются, но на самом деле для формирования новых нейронных связей нужно 66 дней повторения. То есть если вы 66 тренировок потратили на то, чтобы внедрить какой-то свой новый навык, да, в свой танец, он, скорее всего, внедрится. Если вы просто прослушали информацию на индиве, потом внутри сампо в танце, в полный темп пытаетесь это воспроизвести, как вы понимаете, выхлоп будет около нулевой. Почти точно ничего не выйдет, потому что вы огромное количество раз сделали этот элемент по-другому, да, не так, как сейчас вот вам поправил тренер. Если тренер требует от вас какое-то дополнительное действие, не знаю, дополнительную скрутку встроить или там дополнительный подхват центральной части встроить, или, не знаю, там по-другому распределение веса, да, поставить, вот вам нужно 66 тренировок, чтобы это начало получаться. Это, конечно, звучит достаточно пугающе, но если вы, ну, просто подумайте, да, логически, если вы там 200-300 раз это действие выполнили некорректно, а теперь вам нужно его выполнять по-другому. По какой тропинке пойдет ваше тело? По той тропинке, которая уже хорошо протоптана, или по той тропинке, где бурелом, и никто вообще никогда не ходил? Да, разумеется, вывод очевиден. Поэтому, если вы 66 тренировок потратите на внедрение нового навыка, поверьте, нет ничего невозможного. Даже самые, ну, давайте простым языком, тугие люди, да, которым прям тяжело дается отработка нового, за 66 тренировок способны отработать новый какой-то навык. Поэтому, если вы не видите прогресса, если вам кажется, что ничего не поменялось, а вы вот знаете, как должно быть правильно, и почему-то все равно оно не получается, задайте себе вопрос, а я действительно 66 сампо потратила вот на то, чтобы этот элемент у меня начал получаться или нет? Вот если нет, если не потратили, то попробуйте
ну, действительно, на тренировке, на самоподготовке выделить прям существенное время, то есть там не 2-3 повторения, а прям, ну, не знаю, 30-40 минут вот только этому. То есть вы можете там 20 раз повторить элемент, стоя перед зеркалом сольно, потом 20 раз под очень-очень-очень медленную музыку в паре, потом 20 раз там чуть под более быструю музыку в паре, только отдельно этот элемент вне танца. А потом уже попробовать очень-очень медленно внутри танца, опять же, в идеале в предсказуемых фигурах, чтобы ваш мозг успевал подумать, вот так, сейчас я буду пройти вот по этой новой дорожке и сделать вот то-то. И только потом уже гонять это в темп. Те люди, которые там, ну, условно, в разминке пару раз повторили или просто даже просмотрели видео там, с индивы или с какой-то тренировки, где вам дали новый материал, а потом пытаются сразу внедрить это в танец, ну, это прям единицы людей, кто способен на такое и кто действительно может успешно сразу же поменять. То есть в моей практике таких людей, ну, прям вот действительно по пальцам одной руки можно пересчитать, кто способен настолько быстро внедрять изменения в свой танец. Обычно это гениальные люди, это вообще отклонение от нормы. Такого почти не бывает. Вот, поэтому держим эту цифру в голове. 66 сампо. Вот не получается у вас идеально красивый базовый шаг, попробуйте 66 сампо потратить и потом уже свой результат сравнивать, да, то есть уже посмотреть старые видео, новые видео и проверить, поменялось или не поменялось. Следующий пункт. Очень часто танцор, когда начинает пробовать что-то делать по-новому, для него это ощущается как что-то неудобное, некомфортное, что-то не так, как будто бы. И он такой, ну, наверное, раз мое тело встречает сопротивление, раз что-то здесь неудобно, наверное, этот тренд мне просто не подходит. Пожалуй, я не буду это тренировать. Ну, такое тоже бывает. То есть бывает такое, что действительно у каких-то танцоров там лучше развит тот или иной навык, например, гибкость, да. И если вам дали какой-нибудь стайлинг на гибкость, вот один танцор, который изначально гибкий, у него этот стайлинг зайдет сразу и будет получаться хорошо, а какой-то танцор, который изначально совсем не гибкий, у него это получаться не будет, и он решит, ну, блин, ну, не мое. Да, это тоже путь, так тоже можно. То есть вы можете просто выбрать другой стайлинг и выучить тот стайлинг, который, ну, как бы, который будет вашим, да. Но если все-таки вы принимаете решение, что вот я хочу вот это отработать, оно мне не очень дается, но я хочу вот это отработать, я хочу это попробовать, не ждите, что будет удобно. Будет неудобно. Почему? Ну вот представьте, вы привыкли есть там ножом и вилкой, держа их в определенных руках. А теперь поменяйте их местами и попробуйте поесть ножом и вилкой. Это совершенно другие ощущения, и ощущается это как что-то крайне неудобное, да, поэтому ваше тело вот это сильно непривычно и неудобно начинает отвергать, типа, ой, мне это не хочется делать. У кого-то там начинает сразу там что-то болеть, у кого-то начинается ощущение того, что там, ну, мне это, наверное, не идет, это вот, наверное, не мое. Кто-то такой, ну, типа, что-то мне скучно это там отрабатывать, мне не хочется над этим работать. Ну, вроде хочется так танцевать, хочется вот, чтобы у меня так же получалось, как там у тренера, допустим, да, или как у топового танцора, на которого я равняюсь. Но вот что-то вот мое тело это как-то не принимает. Ну, друзья, если вы хотите эволюционировать и прогрессировать, иногда нужно пойти немножко против. Понятно, что мы не говорим о физиологических, нефизиологических моментах. Иногда действительно там при неправильной скрутке или при отсутствии, допустим, твиста на стопе, да, у вас там скручивается коленная чашка, начинает болеть колени. Но, разумеется, я не топлю за такой вариант. Я не про это говорю сейчас. Я говорю про то, что даже правильное исполнение, физиологичное, правильное, абсолютно корректное и здоровое с точки зрения там физиологии тела, да, абсолютно здоровое действие, если это действие абсолютно новое, абсолютно непривычное, оно вашим телом будет восприниматься, ну, как бы, как что-то сложное, как, возможно, что-то неправильное, что-то нехарактерное, что-то, что, ну, как бы, как будто бы не хочется делать, да. То есть это вот все равно, что вы там будете осваивать, не знаю, совершенно другой вид танцев. Вот вы придете такие все там, которых учили всегда тянуть спину, тянуть ручки, придете там в какой-нибудь хоп, а вам скажут, сбросьте там корпус, расслабьте руки, вот, или там делайте какие-то супер дискретные действия, и вам это тоже будет казаться, ну нет, вот мое же тело вот по-другому хочет двигаться, вот оно привыкло двигаться вот так, мне это неудобно, мне это как-то некомфортно, вот не хочется. Но если вы хотите научиться хип-хопу, вам придется это перебороть. Ну вот внутри одного направления это работает так же. Если вы много-много раз делали какое-то действие определенным образом, и теперь пытаетесь переучиться или научиться чему-то новому, или внедрить что-то, что вы до этого не делали, первое время, возможно, вам будет казаться, что как-то это вот против вашего тела, вам этого делать не хочется. Тут, ну, как бы помимо тела, здесь еще есть наш мозг, который все абсолютно новое отчасти воспринимает как некоторую угрозу безопасности, да, но мы знаем, что там очень многие люди не любят менять работу, там, не знаю, менять отношения,
менять партнеров по танцам, именно потому что это как будто бы угроза привычному безопасному укладу жизни, к которому вот мы так психологически нам комфортно, вот мы так привыкли, вот, а тут вот угроза этому, да, вот, и вот эту угрозу ваш мозг пытается отвергнуть, сказать, что не-не, мы так не хотим, нам так не надо. Вот, но опять же, если вы хотите развиваться и расти, просто получать знания абсолютно недостаточно. Вам нужно действительно действовать, да, то есть делать больше, делать по-другому, делать то, что непривычно, где-то себя действительно перебарывать, переламывать. Вот об этом важно тоже понимать, да, важно думать. Поэтому, значит, какая моя рекомендация? Убедитесь, что действия, которые вы делаете, если вам это претит, если вы чувствуете, что что-то вот с этим не так, убедитесь, что все-таки вы делаете это физиологично. Проконсультируйтесь еще раз со своим тренером, запишите с сампошки видео, пришлите тренеру и спросите, я точно правильно делаю, мне здесь вот некомфортно, там, не знаю, в бедре, допустим, да. Вот, и тренер вам скажет, либо, например, там, вы завалили ось, и действительно, там, не знаю, не в той фазе сетлитесь или еще что-то делаете неправильно, и поэтому это не физиологично, и так затренировать не нужно. Либо ваш тренер говорит, да, здесь все правильно, если у вас нет индивидуальных проблем со здоровьем, ну, потому что бывает там воспаление суставов, да, какие-то такие моменты. Если у вас нет индивидуальных проблем со здоровьем, то как бы попробуйте медленно еще раз поискать вот это положение, в котором комфортно, в котором не больно, ну, как бы при этом пытаясь сделать все-таки правильную последовательность действий, ту, которую утверждает ваш тренер и говорит, что это верно. Тут понятно, что слепо доверять тренеру тоже нельзя, потому что есть тренеры, которые хорошо разбираются в физиологии, есть тренеры, которые не очень хорошо разбираются в физиологии, просто вот их как-то научили, они как-то это запомнили и как-то вам транслируют. Вот, ну тут, кроме как там, выбирать действительно тренеров, которым вы доверяете, которые обладают достаточным уровнем знаний, тут я вам ничего посоветовать не могу. Ну, кстати, регионы, да, часто спрашивают, что вот, типа, нам не у кого тренироваться. Пожалуйста, всегда можно тренироваться дистанционно. У нас большое количество специалистов очень высокого уровня, тренеров, которые с радостью берут людей на онлайн, и с радостью тренируют их дистанционно. И, ну, как бы, мне кажется, что в современном мире, после того, как жахнул ковид, и все научились работать онлайн, таких проблем вообще не должно было оставаться. Так что всегда можно обратиться к хорошему, грамотному, квалифицированному тренеру, который может вас тренировать онлайн. Итак, продолжаем, да. Значит, первое. Важно разделить знание и навык. Просто получение знаний недостаточно. 66 дней тренируем, потом сравниваем прогресс. Физиологичные, нефизиологичные моменты обязательно проверяем, согласовываем с тренером. Если просто психологически некомфортно делать что-то новое, воспринимаем это как норму, да, потому что мозг у нас из-за угрозы безопасности отвергает все новое. Ну и, соответственно, там тоже удобно-неудобно, да, вспоминаем пример с вилкой и ножом, или, не знаю, там, пример с тем, как играть на каком-нибудь другом инструменте музыкальном, на котором вы никогда не играли. Вот вы всегда играли на фортепиано, а вам предлагают научиться играть на саксофоне или на скрипке. Но, разумеется, вам все кажется неудобным. Вот там я нажимал клавиши, все было хорошо, все было удобно, а тут, блин, вообще все по-другому. Да, вот это вот неудобное стараемся перебороть усилием воли, силой мысли, да, стараемся принять, что неудобное не значит плохо, неудобное значит надо привыкнуть. И вот по поводу организации самоподготовок, да, здесь тоже очень важный момент. Не хватаемся за все сразу. Вот у вас есть один какой-то аспект, который вы для себя выделяете. Например, сегодня я работаю над взаимодействием, да, и вы забиваете болт на то, что у вас там невыворотные стопы, кривые колени, недотянутая спина. Ну, понятно, постура, она так или иначе связана с коннектом, поэтому, да, наверное, недотянутая спина так себе пример. Но вообще в целом вы стараетесь позволить себе на этой тренировке любое количество ошибок, не связанных со взаимодействием. То есть все, что связано со взаимодействием, действительно контролите, отрабатывайте, опять же, медленно, планомерно, никуда не торопясь, не в полный темп, не сразу там в музыку. А за все остальное прям себя сразу автоматически снимаете с себя ответственность. То есть прям прощайте себя, если что-то другое вы сделали некорректно. После того, как вы потренировали этот аспект, причем, на мой взгляд, начинать тренировку, пока у вас еще много сил и энтузиазма, лучше с аспектов, которые вам даются тяжело, то есть то, с чем вам работать сложнее всего. Вот. А когда вы уже там подвыдохлись, подустали, мозг подзагрузился, тело подустало, вот тогда вы там ближе к концу тренировки выбираете себе кусочек того, над чем вам работать нравится. Вот то, что у вас прям получается и так хорошо. Зачем тратить время на то, что и так хорошо получается, спросите вы.
Затем, что вам нужно, если вы хотите надолго оставаться в танцах и танцевать, ну, научиться танцевать классно, вам нужно поддерживать внутреннюю мотивацию. Если всегда чувствуете, что вы занимаетесь только тем, что у вас плохо, и то, что у вас не получается, и вы там не на 66-й тренировке, а там на 3-й, да, и оно продолжает не получаться, и вы не видите прогресса, это, конечно, очень сильный удар по мотивации. Вообще, с точки зрения мотивации, есть тоже один такой аспект, на который мало кто обращает внимание. Как только у вас в голове есть решение какой-то задачи, мотивация эту задачу действительно решить очень сильно уменьшается. То есть, если вы теперь точно знаете, как правильно делать раскрытие, и вам кажется, что ну все, типа, вот теперь вот я до этого делал неправильно, а теперь я точно знаю, как правильно, вот меня теперь научили, у меня прям идеальная рама, идеальное взаимодействие, там, идеальная позиция в раскрытии, вот это тренировать потом, ну, как бы, казалось бы, зачем? Все, я уже все знаю, все умею. А на самом деле, да, вы получили знания, но в умение это не вбили. И даже если у вас классно получилось на тренировке с тренером, вот он вас поставил, у вас прям шикарная такая постура, идеальная форма, вы вот в этом раскрытии выглядите как король и просто боженька танца. Потом это постоянно отрабатывать на тренировке не хочется, потому что ваш мозг считает, ну все, мы эту задачу решили, все, типа, взятки гладкие, зачем нам тратить время и энергию на то, чтобы это отрабатывать. А на самом деле как раз-таки это и нужно отрабатывать, даже если решение задачи у вас, казалось бы, уже перед глазами. Поэтому помните тоже это в голове, вот этот обман вашего мозга, что если решение задачи есть, то зачем нам, в принципе, заморачиваться и ее постоянно решать, если, ну, как бы мы и так знаем уже это решение. Вот, поэтому заставляйте свое тело повторять и отрабатывать, чтобы реально в полный темп в танце у вас 10 из 10 этих раскрытий получались как у боженьки танцы. Только тогда успокаивайтесь. Итак, возвращаясь к теме мотивации. Если под конец занятия оставить какое-то количество времени, 15-20 минут, на то, чтобы потанцевать то, что вам нравится, не знаю, под классную музыку просто покайфовать от сердечка, или потренировать ваши любимые ванфуты, которые вам там так кайфово делать, или, ну, не знаю, там, погонять девочку на сложную лексику, которую вам очень интересно, да, там, заниматься и тестить на разных партнершах. Ну, то есть выбирайте тот аспект, над которым вам работать не нужно, а хочется. Да, вот то, что вам реально прикольно и нравится отрабатывать. Чтобы в конце тренировки вы это поделали и выходили с тренировки с ощущением «Вау, классно, вот мне прям сейчас хорошо». То есть я и позанимался нужным, полезным, и что-то для души, для сердечка поделал, и вот тренировка прошла суперски, и я вот прям большой молодец. То есть похвалить себя за то, что вы сделали что-то, где вам пришлось себя перебарывать, и порадовать себя чем-то, что вам действительно нравится, и как бы где себя перебарывать не нужно, наоборот, можно просто покайфовать и порадоваться. Вот, ну и такой совет, который я там часто даю, возможно, вы уже наталкивались где-то в моих предыдущих интервью или курсе судейства для чайников или мастер-классах каких-то. После каждой танцевальной активности старайтесь выделить что-то позитивное, что вам понравилось и где вы молодец. Вот почему именно на 2 этих вопроса надо себе ответить. Что вам понравилось, это может быть не связано с вами, ну, типа, не знаю, там, партнер сделал комплимент там, тому, как вы выглядите. То есть это не связано с тем, как вы провели тренировку, насколько вы постарались, а просто вот вам попался лапочка-душка партнер, который вам сделал комплимент, и вам было приятно от этого. Вот. Или там меня похвалил тренер, или там, не знаю, сегодня в зале была очень комфортная атмосфера, мало людей, много воздуха, и мне вот было очень кайфово тренироваться из-за этого. То есть несколько аспектов, где вам было хорошо, где вам понравилось, и отдельно несколько аспектов того, где именно вы молодец. То есть подметить, вот что у вас такого сегодня получилось. Не знаю, очень классно помузыкалили под какой-то трек, или там было ощущение, что все по коннекту идеально сложилось в каком-то танце, даже если это один был танец за всю тренировку. Или вот вы там тренировали вот там какой-то сложный новый паттерн, и бац, там один раз вы смогли это встроить в танец хорошо. Пусть даже вы 20 раз не смогли, но один раз вы смогли очень хорошо. Вот. И это обязательно подметить, это обязательно себе вот как бы, можно прям в заметке даже выписать, что вот там тренировка такого-то числа, вот у меня получилось то-то, то-то. Вот. Почему это важно? Потому что это, опять же, фокусирует ваш мозг не на неудачах, а наоборот на позитивных моментах, на том, что классно, что хорошо. И если ваш мозг сфокусирован на позитиве, а не на негативе, то мотивации, разумеется, становится больше. Вам кажется, что вот это занятие мне приносит счастье, да, это классно, я здесь счастлив. Вот, поэтому, да, помогать себе внутренне поддерживать мотивацию и продолжать тренироваться благодаря вот этой поддерживанной мотивации, даже если вы не видите там какого-то постоянного хорошего прогресса существенного, это тоже хорошо. Вот, ну и помните, опять же, что ваш прогресс не выражается только в местах и оценках судей. Да, очень часто я вижу, что
танцор, который улучшил танец, от турнира к турниру буксует либо на одних и тех же местах, либо даже ну, как бы снижается по, казалось бы, местам. Ну, допустим, там сегодня вошел в бальную зону, а на следующем турнире не вошел. А прогресс есть, то есть танец прям выглядит лучше. Помните, что на самом деле количество факторов, влияющих на вашу оценку, оно просто огромное. В каком заходе вы танцевали, с кем вы танцевали, там, с каким партнером или партнершей вам кто достался, как сидели судьи, что, в принципе, за судейская линейка сегодня, от вашего расположения на паркете, от того, насколько яркий или не яркий образ вы на этот турнир себе выбрали. То есть понятно, что прям существенное изменение уровня, оно, конечно, заметно и ну, даст вам прям явное повышение в ну, по турам там, да, или по месту, которое вы занимаете. Но если улучшения небольшие, идут маленькими шажочками, а место вроде как типа тоже или прям даже ниже, это не значит, что вы стали танцевать хуже и деградировали. Это лишь значит, что пока ваши улучшения не настолько яркие, чтобы это действительно повлияло существенно на судейскую оценку. Вот. Ну и тут, конечно, пойдут возражения, что есть там некоторая инертность мышления судей, что если танцор долго светится по плохим местам, то его не будут хорошо судить. Да, некоторая такая инертность у судейского мышления есть, но также есть полно примеров людей, которые это перебарывали. Вот да, он там какое-то время болтался внизу таблицы, ходил по низким местам, потому что топал мимо ритма, и вот он долго топал мимо ритма, его долго судили плохо, и первые несколько турниров после того, как человек уже изменил это, уже там он давно танцует в ритм, а судьи пока все равно этого не видят и с закрытыми глазами его вот так не крестят, потому что он всегда ходил мимо ритма там предыдущие полгода. Такая вероятность, конечно, есть. И да, некоторое количество времени понадобится, чтобы судей все-таки переубедить. Но поверьте, мы смотрим даже на тех танцоров, которые там системно выступают по низким местам, и которых мы хорошо знаем, как, ну, казалось бы, танцоров невысокого уровня, мы все равно смотрим. И если мы видим, что что-то поменялось, добавилась контрастность, не знаю, ушли ритмические ошибки основные, по взаимодействию человек стал адекватнее выглядеть, мы это тоже замечаем. И, возможно, первые там 1-2 турнира мы еще кредит доверия к этому человеку недостаточно, чтобы это отразилось на оценке, но потом оно все равно отразится. То есть если ваши основные ошибки исправлены и ваши существенные улучшения уже есть, первое время судьи могут этого не заметить, но потом, поверьте, рано или поздно они обязательно это заметят, и, конечно же, на конкурсных результатах ваше старание тоже обязательно скажется. Но в любом случае мы танцуем, большинство из нас, я надеюсь, танцуют не только ради конкурсных результатов. Конкурсный результат — это лишь такая дополнительная лакмусовая бумажка изменения нашего уровня. Мы танцуем для того, чтобы быть хорошими танцорами, чтобы с нами было приятно танцевать, чтобы мы чувствовали свое внутреннее развитие, чтобы, в принципе, как бы мы ощущали чтобы мы чувствовали свое внутреннее развитие, чтобы, в принципе, ощущать то, что мы в чем-то, да, перебарываем себя, становимся лучше, прогрессируем. И это действительно значительно важнее, чем какие-то судейские кресты. Но я тоже считаю, что конкурсная система, она хороша тем, что во многом она мотивирует танцора больше работать над собой, больше как раз посещать различных полезных мероприятий для развития. Просто очень важно, чтобы та информация, которую вы на этих мероприятиях получали, она не оставалась просто на уровне ваших знаний, обязательно перекочевывала в умения. Я верю, что после просмотра этого подкаста вы получили несколько полезных советов. Если вам не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях, какая информация из того, что я рассказала, была для вас наиболее полезной, новой, может быть, сказанной другими словами, просто то, что вы уже знали. Или какой совет вы возьмете себе на вооружение. Надеюсь, что в любом случае я рассказала это для вас не зря, и что вы не зря потратили время на то, что это прослушали. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь с нами.